С раннего утра на проспекте Имашева, 51, в доме, где жил Артем Бартенев, работали правоохранительные органы, следком МВД. Вход в подъезд оцеплен. Рядом ошеломленные произошедшим соседи. Прекрасный, нормальный человек. Семья замечательная. Для меня это ошарашило просто. Хорошая семья, дети у них есть. 2 дочери, да, говорят? 2 дочери, да. На одной лестничной площадке с Бартеневыми живут родственники. Говорят, семейных проблем у них не было. Все было хорошо. То есть идеальный был союз. Никаких проблем не было вообще в семье. Никогда не наблюдалось, то есть никаких скандалов. А на работе каким он был? Что говорили вот о нем люди? Всегда ответственный, исполнительный, ответственный. Это мой супруг. Нет, все, мы сказали однозначно, все. Да. Артему Бартеневу было 42 года. Женат, 2 несовершеннолетних дочерей. Предположительно, он вышел из дома в 4 утра и поехал на работу, но потом якобы вернулся и выпал из общего балкона 12-го этажа. Тело мужа обнаружила жена на козырьке подъезда. Он был в деловом костюме. Вероятнее всего, Артем Бартенев выпал именно из этого балкона на 12-м этаже. Квартира у них находится здесь же. Стоит отметить, что здесь достаточно высоко. Просто так сюда забраться невозможно. Но здесь стоит рядом стул, и на нем даже видны следы от обуви. Артем Бартенев работал федеральным судьей Кировского районного суда Казани. В судебной системе проработал меньше года. Он рассматривал гражданские и административные дела. На сегодняшнее утро у него был назначен процесс. В последнее время он жаловался на большой объем работы. Мне вот говорил, я в субботу допоздна, я могу выйти в воскресенье, беру работу домой. Потому что, чтобы успеть все сделать. Артем Бартенев проработал больше 10 лет в аппарате уполномоченного по правам человека. Возглавлял отдел по вопросам восстановления прав граждан. Сария Сабурская называет его очень ответственным сотрудником и профессионалом в любом деле. Рассказывает, созванивались часто, и он всегда был на работе. В последнее время хотел найти помощника. Последний звонок просил, есть ли возможность, помощник нужен, более квалифицированный и такой же, может быть, работоспособный, как сам. Он работал буквально со всей отдачей, со всей силой, со всей энергией, потому что он понимал, какая ответственность на нем возложена. И поэтому, безусловно, вот мы созванивались, всегда говорил, я на работе. Он не мог поверхностно работать. Причина гибели пока неизвестна. Следком ведет доследственную проверку. Разбираются в обстоятельствах. Вероника Гайнудинова, Данил Филатов, ТНВ, Казань.